План диверсификации экономики республики расширят. Об этом шла речь на совещании с участием Максима Решетникова в Воркуте. Напомним, министр экономического развития России прибыл в Коми, чтобы лично оценить реализацию инфраструктурных проектов и потенциал моногородов Инты и Воркуты. О выводах и принятых решениях расскажет Ксения Лосева. Диверсификация – это ответ одновременно на внутренние и внешние вызовы современности. В Инте угольное предприятие уже закрылось, в Воркуте объемы добычи также сокращаются. Закономерно уменьшается доля этого топлива и в мировом энергобалансе. Утвержденный план по диверсификации экономики Коми преследует несколько целей. Одна из них – реализация экономического потенциала для развития рынка труда в регионе. У нас на сегодняшний момент в параметрах обновленного плана 47 мероприятий, 90 миллиардов рублей инвестиций в неугольную занятость, более 4300 новых рабочих мест. Создание предполагается к 2026 году. Вторая цель программы – развитие на территории республики обрабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью при одновременном снижении зависимости экономики региона от угледобывающей отрасли. В числе перспективных – лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, а также добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых. Инта и Воркута – это, в общем, очень отдаленные и с точки зрения транспортной доступности, да, такие обособленные территории. И при всем при этом здесь очень большие возможности, да, в целом про республику, если говорить. Поэтому, с одной стороны, есть план диверсификации, есть вопросы там, развития лесопереработки глубокой, да, есть вопросы освоения новой минерально-сырьевой базы, которая тоже присутствует. Есть вопросы строительства новых там, заводов в том числе, да, и это все предусмотрено планом. От теории к практике. В ходе рабочего визита министр экономического развития посещает ряд важных для региона предприятий. Среди них не только промышленные, но и сельскохозяйственные. Так, например, агрохолдинг «Инта Приполярная» производит 76% молока от общего объема, производимого в Интинском районе, и обеспечивает молочной продукцией бюджетные учреждения муниципалитета. Из-за высоких затрат на выпуск продукции, оплату энергоносителей и коммунальных услуг производство убыточно, а самому предприятию необходима модернизация, ремонт капитальных строений и обновление оборудования. Мы просили разработать упрощенный порядок получения займов именно фонда развития моногородов и предусмотреть именно целевое назначение займа. Это очень важно, потому что это точно совершенно позволит предприятиям активнее получать средства на свое развитие. Ну и надеемся также на содействие Минэко России в рассмотрении вопросов предоставления средств из Фонда развития моногородов на поддержку еще одного нашего очень важного предприятия. Это ООО «Интинская». Также в ходе рабочей поездки в Воркуту Максим Решетников и Владимир Уйба осмотрели Усинский водовод. Он имеет стратегическое значение для заполярного города. Снабжает водой население, предприятия промышленности, социальные объекты и весь жилищный фонд городского округа Воркута. Техническое состояние водовода неудовлетворительное. Правительством Республики Коми разработан комплекс безотлагательных мер по обеспечению стабильной бесперебойной работы водовода. Ксения Лосева, телеканал Юрган.